напарник, который, да, вот он с пистолетом, там все видно его, лицо, Видео? как он, да, если у них Все, что-то есть, давайте будем вот так вот, разговаривать. Кто вам дал право так поступать с нашими гражданами? Как я поступаю? Ну, ваши- Вы ну, мне ваш объясните, ваш как начальник службы Я безопасности, приехал вы говорите. писать заявление сюда. Ну Например, все, пишите. Гостиница, жатқан жерінен азыр тұрғызып, сізге совет есіне шығып кетті. Есіне шығып келгенде бұл жақтан автомобиль Пойму, я 15 лет жил там, бля, я знаю, как вы там нас гасите, не русских, блядь. И здесь я вам покажу, как это ответку включить. Зачем вы это хотите? Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Бул ак түстөгү Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу автоунааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондуктан инспекторлор тарабынан токтотулду. Айдоочудан аралыктан спирт ичимдиги жыттанып жаткандыктан инспекторлор аны наркология борборуна алып жөнөштү. Имеешь 3 зелень. Водку? Сосуд пил водку. Проба пошла. Должен стать, Тактоо иштеринин жыйынтыгында бул унаа Евразиялык экономикалык биримдикке таандык мекеменин унаасы болуп чыкты. Наркологиялык текшерүүдөн өткөндөн соң айдоочудан спирт ичимдиги аныкталып, өзүнө 17.500 сомдук айып баракчасы түзүлүп берилди жана унаасы айып короосуна багытталды. Жүзеки кызматы тарабынан инспекторлорго билдирүү келип түшөт. Анда Орусиядан келдим деген бул жарандын автоунаасын Кыргызстанга белгисиз адамдар эч себепсиз алып кетишкен. Биздин чыгармачыл топ инспекторлор менен биргеликте аталган дарекке жетип барган учурда бул автоунаанын ээси унааны GPS аркылуу Кыргызстандан тапканын жана ортодо келишим менен унааны сатып алгандыгын инспекторлорго түшүндүрүп берди. Человек в Москве продал машину нам и пропал. То есть он вам продал машину, вы ему заплатили? Мы ему заплатили, да. И Машину еще вот, не дал? Вот он, все, он уехал. А как вы деньги дали, еще не Возвратный лизинг это называется. Ясно, ясно. А на этих же номерах Да, была да, регистрация, да? да, Всё. да, да. А договор есть у вас? Да, После все продажи? есть, все есть. Всё есть. Ну все, сейчас разберемся. Сейчас следственно-оперативную группу вызвали. Сейчас приедут. Вот даже телевидение Все приехало. хорошо. Работаем. Көп өтпөй ортодо чыр чыгып түшүнбөстүк орун алды. Анда айдоочу ортодо эч кандай келишим жок экенин жана бул Орусиядан келген жаран менен мурунтан эле келишпестик бар экенин түшүндүрдү. Ну вот так он говорит, Джон. Вам видео скинули с офиса? Ну, до того, как Нет. зайти в ваш офис, ему же угрожали, правильно? Нет, ему никто не Ну, а вы видели это? Конечно. Ну, я, До вашего офиса, когда он приехал.
То, что ему Никто угрожали. никому ничего не угрожал. Это абсолютно совершенно добровольная форма происходит. Он сам фотографировался возле машины. Но если его дома вывезли, угрожали, сказали, заставили расписаться. Кто это сделал? Вот люди ваши или чьи? Он я не знаю. пришел один. Какие наши люди? Мы вообще сторонники. Как... Нет, это так не работает. Как это работает? Человек пришел к нам в офис, у нас большая фирма, у нас 5 офисов, 1 в Питере, 5 в Москве. Вот тоже говорит, что его вывозили, угрожали. Кто вывозил? Кто кому угрожал? Что за это самое? Это, ну, тут... А кто вывозил, угрожал, я не понимаю. Там на видео было снято, там еще один солярь стоит, а там чеченец стоит, его видно там на видео, вот в вашем ломбарде, который, да, вот он с пистолетом, там все видно его, лицо, Видео? там, как он, да, если у них Все, общий есть, есть, давайте будем вот так вот, разговаривать. Надо Ну, открыть людей там, вывозить вам смотреть, право кто. кто дал? Вашим людям, в вашем офисе. Ты же угрожал, Ну, только заходил, давайте угрожал. Я угрожал. Ну, там можно записать. Ты же сказал начальник какой-то. Правильно? начальник? Ты зашел же, сказал начальник какой-то органа. Ты же сказал это? Я начальник службы безопасности ООО «Московский капитал». Какой органы, я не Ты понимаю. здесь сказал, в Кыргызстане какой-то начальник безопасности. Мамаки. Нет, не в Киргизстане, Ну, в Москве. Никто никого не вывозил никуда. ну, он же вам говорит, у него тоже есть видеоматериал, как вы вывозили. Нет, это уже Там, в суде, там в в судебном Москве- порядке будем решать. Да, в Москве, когда я вот дома сижу, ночью приходит чеченцы пистолетами, да, забирает меня из дома и машину к вам возит. И следующий день угрожает моей жене еще. Типа я застрелю вас всем туда-сюда, если вы не поставите машину. Вот в чем была проблема, почему я приехал на родину. Не, подождите, вы в офис как вас туда привели? Там сидят Под угрозой девочки. под угрозой, расправы потому что личности моя семьи, семья- его жены, вам непонятно, я вам объясняю. непонятно. Ну вот я вам объясняю понятным языком. Если у него чуть-чуть с русским проблемы, я вам объясняю. Не, у него с Его- русским нет Ну я проблем, вам он объясняю, он с разговаривает. акцентом Я понимаю, разговаривает. что Ну он так давайте я вам говорит. еще раз объясню. Его, прежде чем, как он пришел к вам в офис, ночью вывозили, заставили оформить договор какой-то купли-продажи, который не является... Ночью? Угрожали Нет. ему, на следующий день угрожали его жене, заставили под этой угрозой расписаться у вас в офисе. Вы это слышите? Я вам объясняю на русском языке же. А кто вам дал право так поступать с нашими гражданами? Как я поступаю? Ну, ваши- Вы ну, мне ваш объясните, ваш как начальник я... службы безопасности, Я вы приехал говорите. писать заявление сюда на Ну, предмет всё того... пишите. Ну все, сейчас буду А писать. что вы сюда ломитесь? Спите в отеле, вы ломитесь, Мы не угрожаете. ломимся, Смотри, мы постучали, вот они чтобы... рассказали, сотрудник полиции рассказал, сначала вы ко мне зашли, ломились потом, когда я отказался, что на меня нет заявления. Вот, потом сотрудник рассказывает, мы проезжали мимо, вы потом их остановили, правильно? И потом да, сюда ну пришли. да. Почему сами пришли, ломились ко мне домой, когда вот сплю я? Ну я постучал, не я Ты постучал. не постучал, мы там возьмем видеоматериал, как ты со мной разговаривал, хорошо? Я с вами не разговаривал, я с вами разговаривал, порвись, и вы выйдете сюда. Ты изначально говорил, Ну, там я вам мои так скажу, машины Алексей, это поцарапаны. не Россия, это Кыргызстан, это Да, первый. вопросов Вот нет еще раз никаких. объясняю, а вот Я так сейчас приехать напишу сюда к нам... заявление, и Нет, всё. Алексей, да пишите, Бога ради пишите, 150 раз заявление пишите. Но приехать к нам в Кыргызстан и угрожать нашим землякам, Я это вам... никому не Нет, я вам еще раз угрожал. говорю. Мы сейчас это выясним, поднимем Нет, камеры. выясни, поднимите Но я вам камеры, просто всё. предупреждаю, если вы Я угрожали, за свои я вам слова покажу, отвечаю как это угрожать прекрасно. у нас на территории. Угрожать я не угрожаю. Но если вам с рук сошло это в России сделать с нашим гражданином, то здесь у вас так не Я проканает. с вашим гражданином в России Ну ничего ты же не сказал, домой туда приходил, ломился, а что, маму что ли под залог брать? Было такое слова или не было здесь? Кто ломился домой? Ты только Мне что ваш в друг сказал, камере почему вы не подсказал. поехали домой к Да нему? слушай меня. Я ты сказал, же я не сказал. поеду к нему А домой. где, Зачем? а где милиция? Вы в Москве заявление писали? Что еще раз? Вы в Москве ее заложили? Конечно. А писали заявление? Конечно. Ну и пусть они разбираются, что вы здесь делаете. Сейчас я здесь напишу А, заявление. по вашему заявлению, Я по и там, и техпаспорту, здесь по ПТС, напишу. он Потом владелец машины. через Интерпол Он будем решать владелец вопрос. машины. По документам, правильно? Он ее продал. Ваш Он договор ее продал. купли-продажи То, что она недействителен оформлена. в плане любой договор купли-продажи либо на доверенность можно отказаться в течение, на какой срок он выписан, если его не устраивает. Если вы под угрозой это делали, если вы не додали часть оставшейся суммы по договору. Тогда деньги надо вернуть Какие деньги? за куплю-продажу. Я еще раз говорю. Как не брал? Там Я был расписка под есть. давлением, В расходно-кассовом ордере. Расписка где? Покажите. Получил, да все у меня. Покажите. Все у меня есть, я в полиции сейчас покажу. Ну и показывайте там. Всё А покажем. вот тут не ломитесь кому-то Я не домой, ломлюсь не угрожайте никому, нахер. и никому не угрожаю. Вы что, чем мне Мало того, угрожать? что вы наших там, блядь, работать не даете нашим В кыргызам. смысле не даю? Так, нахуй, в прямом У меня смысле, я 15 работают. лет жил там, бля, я знаю, как вы там нас газите.
не русских, блядь. И здесь я вам покажу, как это ответку включить надо. Зачем вы эту политическую тему? Политическую тему вы там начали, вы так наших гасите. Что думаете, срочно нашло одного молодого пацана вывести? Ал эми унаасын Орусиядан бери издеп келген бул жаранды инспекторлор айдоочу менен биргеликте милиция бөлүмүнө алып жөнөштү. Чындыгында автоунаа уурдалып келгенби, жокпу, аны тергөө амалдары чечет. Паспортыңыз жоқ біліп әке? Рұқсат да болса. Аты жөніңіз көрінбей алды. Бул күмүш түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа рейдтин алкагында инспекторлор тарабынан токтотулду. Токтотуу учурунда айдоочудан спирт ичимдиги аралыктан сезилип жаткандыктан инспекторлор аны мас соосун текшерүү үчүн наркология борборуна алып жөнөштү. Не işleri. Кече поздно чекаем, и все. Сегодня не может быть. Но ты здесь посмотрите реакция, видишь, пошла какая. Не знаю. Текшерүүдөн өткөн соң айдоочу бозо ичкенин айтып кирди. Ал эми инспекторлор ага мыйзамда каралгандай 17.500 сомдук айып паракчасын түзүп, унаасын убактылуу токтотуу жайына киргизишти. Чегара кызматынын аскер кызматкерлери айдоочулардан акча опуз алуу жана пара алуу боюнча кармалды. Өзбекстан менен чектеш бекеттин башчысы бир сменде 175 000 сом алган. Сот аны ири өлчөмдөгү айыпка жыкты. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кармалганын 26 январда тастыктады. Ал алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталууда. Министрликтин маалыматына караганда, өткөн жылдын 20 сентябрында БА аттуу жаран Разаковдун үстүнөн арыз жазган. Ал өз арызында 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында Жеңиш Разаков кызмат абалынан пайдалануу менен анын ишенимине кирип, ишкердик жүргүзөбүз деп 1 миллион АКШ долларын алып бербей койгонун билдирген. Буга байланыштуу 2022 жылдын 1 октябрында Ички иштер министрлиги 2 берене боюнча иш козголгон. 2023 жылдын 24 январында шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми 26 январда 1 май райондук соту аны 24 февралга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда иликтөө уланып жатат.